Невероятная история о чеченке. Ей было всего 6 лет, когда их семью депортировали. Это был страшный день, который она помнила всю жизнь. Отец был далеко, а мать с 4 детьми погнали в Казахстан. Их грузили в вагоны для скота. Люди плакали и молились. Каждый по-своему пытался выжить, но смерть была рядом. Прямо на глазах моей бабушки умерли ее 2 сестры. Их мать как могла держалась ради младших детей, но и она не выдержала. Ее сердце остановилось. Так 6-летняя девочка и ее 9-летний брат остались совсем одни. Еще вчера они жили в теплом доме, где пахло маминым хлебом, звучал ее смех, а вокруг царила чистота, уют и тепло. А теперь чужая земля, холодный Казахстан, пустота вокруг и внутри. Они скитались по улицам, прося кусок хлеба, пока их не подобрали и не отправили в детский дом. Там было тяжело. Там было самое страшное – это чужбина. Брат бабушки Умар, несмотря на свой детский возраст, был сильным духом. Он не мог терпеть несвободу. Это было его в крови. Он несколько раз пытался сбежать, но его ловили и избивали. Однако сломать его было невозможно. Перед очередной попыткой побега он подошел к своей сестре и сказал ей тихо, но твердо: «Ты должна запомнить мои слова. Ты чеченка. Ты всегда будешь чеченкой. Когда тебе исполнится 18 лет, я вернусь за тобой». Бабушка осталась одна. Она научилась вязать, работать и скрывать свою боль ото всех. Единственное, что у нее осталось от прошлого, это имя и расплывчатое воспоминание о доме. Она даже не знала точной даты своего рождения. Годы шли, ей было уже 17 лет. Пустота внутри стала привычной, как будто так и должно быть. В одно утро, которое по-особому отличалось от других, к ней подошли воспитатели и сказали: «Тебе пришли». Она удивилась: «Ко мне? Это ошибка, ведь у меня нет никого из родных». Тем не менее, ее проводили в комнату, где стояли 2 мужчин. Один из них посмотрел на нее и произнес, шагнув к ней: «Здравствуй, мой цветок, это я, твой брат Умар», и робко протянул к ней руки. Но бабушка отпрянула назад и посмотрела на него с недоверием. Она не узнала его. Лицо взрослого мужчины никак не вязалось с образом мальчика из ее воспоминаний. Она покачала головой, и в момент, когда разворачивалась, ее взгляд упал на его протянутую руку. Что-то кольнуло ее сердце. В памяти всплыл звук пилорамы. Тот самый день из детства, когда Умар потерял 2 пальца на руке. Она вспомнила эту травму, вспомнила его боль и свой страх за него, вспомнила его глаза. Она остановилась, обернулась и посмотрела на него снова. И теперь узнала и его улыбку, такую родную, улыбку брата. Сквозь слезы она бросилась к нему в объятия. Насколько бы сильным не был Умар, в этот момент он разрыдался, схватив обеими руками свою сестренку. Он сдержал свое обещание. Спустя долгие годы скитаний он смог вернуться в Казахстан и приехать за ней, чтобы забрать ее. Они потеряли слишком много в этой жизни: родителей, сестер, дом. Но в этот момент они снова обрели друг друга, а вместе с этим и силы жить дальше. Прошлое оставило глубокие раны в их сердцах, но теперь у них была надежда на будущее вместе.